Литературно-краеведческий музей Центральной городской библиотеки города Набережные Челны представляет для своих читателей виртуальную экскурсию «История татарской письменности», посвященной столетию ТССР. Книга является источником знаний. В книгах хранятся все знания о мире. Они могут много рассказать о разных путешествиях. С героями книг можно стать путешественником во времени и погостить в средневековом замке или посмотреть на бой гладиаторов в Древнем Риме. Но книги были не всегда. Что же было до них? Как появилась письменность? В те времена, когда не было букв, бумаги и чернил, все предания старины, законы и легенды хранились в человеческой памяти. Все знания передавались от одного человека к другому. Так появились предания, былины, сказки, которые рассказывал специальный человек – сказитель. Вот вам еще один интересный факт. У богатых римлян были целые живые библиотеки. Они состояли из более 200 рабов, каждый из которых знал наизусть целое произведение. Так было 2000 лет назад. Письменность появлялась и развивалась вместе с развитием человечества. В старину, когда писать еще люди не умели, а важные известия нужно было передать, посылали вестника, который наизусть повторял то, что ему поручали передать. Самая первая письменность, которую придумали люди, это узелковая письменность. Узелковое письмо по-другому называлось кипу. Оно было придумано китайцами, персами и мексиканцами. Для создания узелкового письма необходимо наличие веревки и наличие шнурков разной длины и разных цветов. На этих шнурках завязывали узелки. Чем ближе к основной веревке был узел, тем важнее было сообщение. Каждый цвет имел свое значение. Перед вами таблица. Шнурки белого цвета обозначали серебро, мир. Синий цвет мог обозначать море, воду, голубой – небо. Красный цвет обозначал войну, а также мужество и отвагу. На ярко-красной малиновой нити могли располагаться узлы времени. Зеленый цвет обозначал завоевание, обозначал противника. Кроме того, мог обозначать урожай и хлеб. Желтый цвет обозначало золото, кукурузу, солнце. Бурый цвет обозначал подчинение, общественный порядок, правление, управление, а также осенний урожай. Как вы понимаете, прочитать такое письмо было нелегко. Нужно было обращать внимание на толщину шнурков, как завязан узел, какие узлы рядом, какого они цвета. Свои древние значения цвета сохранили и сейчас. Враг выбрасывает белый флаг, значит просит мира. Человек в черном означает траур. А где же еще можно встретить цветовое письмо? Цветовое письмо в наше время можно встретить, переходя дорогу. Таким письмом является светофор. После узелкового письма со временем появилось предметное письмо. Из предметов быта люди сочиняли целые письма. Топор обозначал объявление войны, трубка – предложением мира. Еще чуть позже появилось рисунчатое письмо. Прежде чем люди научились писать, они научились рисовать. Если людям нужно было написать слово «олень», они рисовали оленя. Если хотели написать «охотник», рисовали охотника и зверя. Рисунчатые письма заменились иероглифами, которыми и в наше время пользуются некоторые народы мира – китайцы, японцы, корейцы. На заре своего развития человечество обходилось без письменности. Но наступило такое время, когда люди накопили так много знаний, что запомнить их было уже не под силу. Тогда-то и появились буквы. Их первыми придумали и ввели в употребление финикийцы, купцы, мореплаватели.
первый алфавит не имел гласных звуков, поэтому, немного погодя, люди придумали более полный вариант алфавита. Перед вами финикийский алфавит, состоящий из 22 иероглифов. Со временем у каждого народа алфавит развивался по-разному. Учитывались особенности каждого народа и языка, на котором они говорили. У славян и у тюрков письменность появилась вместе с принятием религии. Так у славян появилась кириллица, а у тюрков – арабика. Перед вами современные алфавиты русского и татарского языка. Татарская письменность имеет особенно богатую историю существования. В разное время татарами использовались разные системы письма. Со времен принятия ислама закрепилось господствующее положение арабской графики. Перед вами татарский алфавит на основе арабской графики. Данный алфавит использовался с начала X до начала XX века. Он назывался Иске-Имле. Со временем его обновили и стали называть Йоңа-Имле. При помощи данной письменности в XIX – начале XX века печатались многотысячными тиражами книги, издавались десятки газет и журналов. В этот период книги и газеты начали издаваться и в нашей республике. Татары первыми среди тюркских народов освоили наборное печатание. В нашем музее хранятся книги, напечатанные на основе арабской графики. Слова и книги на основе арабской графики читаются справа налево. Перед вами татарский алфавит на основе латиницы. В 1927 году произвели латинизацию письменности всех тюркоязычных народов, и в тот же год был объявлен официальным новый алфавит на основе латиницы, который назывался Йоңа-Лиф. Он использовался более 12 лет, и в нем было 34 буквы. В 1930 году Набережные Челны получил статус города. В этом же году в Тукаевском районе начала издаваться газета «Трактор». Его редактором стал писатель Нурбаян. Газета издавалась на двух языках – на русском и на татарском языке на основе латинской графики. В литературно-краеведческом музее Центральной библиотеки города хранятся оригиналы и копии данной газеты. Газета «Трактор» через несколько лет была переименована в «Знамя коммунизма», а после и в «Челнинские известия». Перед вами татарский алфавит на основе кириллицы. В 1939 году татарский алфавит был переведен на кириллицу. Это привычный для нас алфавит. В этот алфавит были добавлены 6 дополнительных букв – Э, Ü, Х, Ж и Ң. Данные буквы были заимствованы из Йоңа-Алифа или созданы из похожих кириллических букв. Итак, подведем итоги. В разное время татарами использовались разные системы письма – арабское письмо, латиница, кириллица. На сегодняшний день в татарском алфавите 39 букв. Несколько интересных фактов. Первая печатная татарская книга использовала армянский алфавит в XVII веке и была напечатана в Лейпциге. А первая попытка издать татарскую газету была предпринята в 1808 году профессором математики Казанского университета. Первая пишущая машинка на арабском алфавите была создана в Татарстане в 1920-х годах. Ну и напоследок, начиная с первой версии операционной системы Windows XP 2001 года, все последующие операционные системы по умолчанию имеют в своем составе татарскую клавиатурную раскладку. Данная виртуальная экскурсия «История татарской письменности», посвященная столетию ТССР, была подготовлена литературно-краеведческим музеем Центральной библиотеки города Набережные Челны. Благодарим вас за внимание!